Салем, друзья, мы только приехали в Тарас. Будем сейчас смотреть Айша Биби мавзолей. Қазақстандағы ең көне кесенелердің бірі Айша Биби кесенесіне келіп тұрмыз. Really old building, actually one of the oldest in Kazakhstan, with more than 8 centuries, and with a really interesting background of love, death, and fight. So let's go and know a bit more about the different version of the love story that happened here. Let's go. Вы находитесь на мавзолее 11-12 века, мавзолее Айша Биби. О нем сложено много прекрасных легенд о любви Айши и Карахана. И приезжающие сюда люди с удовольствием посещают эти мавзолеи именно по легенде. Легенда – памятник любви и верности. Ну и чтобы действительно это увидеть, давайте пройдем к выступающей колонне, которая символизирует и которая осталась действительно от того мавзолея, который был когда-то в 11-12 веке. Приглашаю вас, пожалуйста, проходите. Посмотрите, ажурность самого мавзолея поражает воображение. Здесь и портальные арки, и окна, которые вы видите перед собой, в виде капюшона змеи, это последнее, что увидела Айша, в виде выступающих колонн, которые сами по себе красиво поднимающиеся вверх. И вот если на этой колонне сейчас вы случайно обнаружите плиточку, которая не похожа на ту, которую вы видите перед собой, всегда говорят, это вам будет сопутствовать удача, загадывайте желания. Попробуйте все это найти, а я вам потом расскажу, что это. Кажется, я нашла. Я нашла. Тебе сопутствует удача? Надеемся, да. Пускай она сопутствует вам действительно. Отличаюсь от всех, потому что она как восьмообразная, как вечность, да, выходит. Не каждый человек поднимает глаза вверх и видит самое красивое. Мы иногда смотрим себе под ноги, не замечая, что самое интересное нас ждет вот действительно где-нибудь на высоте 18-й плиточки. А читайте глазами снизу 18-ю плиточку, и вы увидите, что орнамент отличается резко от того орнамента, который вы видите перед собой. Он арабской вязью опоясывал весь мавзолей Айша Биби и был своеобразным плачем Карахана по своей возлюбленной Айше. Советскими учеными когда-то удалось расшифровать всего несколько слов: осень, тучи на небе, жизнь прекрасна, любовь моя. И жизнь действительно прекрасна, когда до наших времен доходят памятники любви и верности. Неповторимый памятник любви Айша Биби приносит счастье молодоженам, а одиноким помогает найти вторую половинку. Наконец-то я устрою свою личную жизнь. The story tells that one student in Samarkand fell in love with the only daughter, one of the nobles of the city. And when he asked for her hand, the father said no. But in any case, coming back to Taras, he tells his Aisha to come after him and to get married. In this way, the daughter of the Karahan, Aisha, decided to go to Taras against the wish of his father. So his father shoot a spell. Before crossing the seven river, she will die. And so it happened. So when Karahan hear about the story, he decided to build a mausoleum according to the huge love that he has for Aisha. And just beside is the mausoleum of his nanny, the governor of Aisha, that was accompanying her during all the trip, so she can watch for her the rest of the eternity.
Дорогие друзья, мы только что закончили визит в знаменитый мавзолей Айша Биби, что находится в Жамбылской области возле города Тарас. Мы узнали очень трогательную историю любви Карахана и Айши Биби. А теперь, друзья, мы двигаемся дальше, мы едем и покажем вам еще больше таких же классных, интересных мест. Картина, как будто мы попадаем в затерянный мир. Деревья, влага, как будто дальше начнется тропический лес. Оазис посреди пустыни, но мы пойдем дальше и все увидим своими глазами и покажем вам. Ничего себе, смотри! Такое чувство, что мы пойдем чуть дальше и провалимся Да. в какой-нибудь затерянный мир.